Я продолжаю писать карту дня на 19 января. Смотрим следующие 6 знаков зодиака. Это будут весы, скорпионы, стрельцы, козероги, водолеи и рыбки. Если вашего знака нет среди названных, тогда вам нужна первая часть. Под этим видео внизу есть ссылочка на эту первую часть. А я смотрю дальше. Весы, 19 января, пятница. События дня. Замок, открытие тайн. Первое, что я увидела. Деловая встреча еще есть. Деловая, рабочая. Подарочек нельзя. Успех, смотрите, то есть вот эта встреча, она может для вас пройти успешно. Так, ну и еще есть месяц. Месяц показывает, что будет событие, которое постоянно с вами повторяется, то есть имеет какую-то цикличность. Змея тоже еще есть. Змея – это человек, у которого длинный злой язык. У вас с ним будет общение. Ну, или с ним, с ней, да, то есть, неважно, пол. Корона. Корона – это встреча, общение с каким-то очень важным, влиятельным человеком. Это может быть представитель власти, там какой-то госструктуры. Интимную связь нельзя. Подсвечник. Подсвечник – это надежда. Надежда на успех. Ну, здесь нет. Получается, смотрите, первая половина дня, да, то есть такая более спокойная, а вторая очень насыщенная. Может быть, может так проиграться. Значит, у вас будет общение со змеей в этот день, поэтому будьте готовы к тому, что кто-то будет, да, в вашу сторону нападать на вас будет, иметь к вам, да, какие-то претензии. Дальше может быть деловая встреча с влиятельным человеком, которая может для вас, кстати, пройти успешно. У вас есть надежды. Ну, я думаю, они с этой встречей связаны. Также откроются какие-то секреты, тайны в этот день. И будет событие, которое с вами постоянно повторяется. Такой день. В принципе, все неплохо, кроме змеи. Благодарю за внимание. Змея еще иногда показывает просто завистников, да, то есть, например, вас ждет успех, и кто-то вам завидует, да, то есть, ну, обязательно как-то, вы знаете, съязвит по этому поводу, по поводу вашего успеха. Благодарю за внимание, весы. Я перехожу к скорпионам. Смотрим, скорпиончики. 19 января, пятница, события дня. Скорпионы. Любовь, первое событие. Два сердца. Любовь и дети. Семейная жизнь. Конверт. Конверт – это получение. Получение хороших новостей, позитивных. Шарики – это какие-то радостные новости. Болезнь выпадает, то есть, возможно, в этот день вы будете заниматься своим здоровьем. Если у вас все хорошо было, может, допустим, ухудшиться здоровье в этот день. Такое ощущение, что
что я здесь что-то пропустила. Или эти вот, когда по диагонали выпадают, они меня сбивают. Якорь. Остановка где-то надолго. То есть якорь показывает, что мы 2, 3, 4 часа проводим в одном месте. Как обездвижены, как будто бы. И конфликт еще может быть. 2 меча. Так, проверяем, смотрим. Флаг нельзя. И здесь нет. По горизонтали, вертикали не вижу совпадений. Значит, у вас в этот день все хорошо в личной жизни. Любовь, да, то есть семейная жизнь, дети, общение, если есть детки. Дальше будут хорошие новости, и вы что-то будете получать в этот день. Дальше будете заниматься здоровьем своим. Либо, возможно, будут какие-то вопросы, связанные со здоровьем. Может быть, там записываться к врачу, допустим, будете, да, то есть тоже вот может так проиграться. Где-то долго проведете много времени в одном месте, и, возможно, будет конфликт еще с кем-то острый в этот день. Поэтому вот это вот предупреждение для вас. Постарайтесь ни с кем не поругаться. Все-таки, да, то есть такой день религиозный, поэтому лучше не ругаться ни с кем. Благодарю за внимание, скорпиончики. Перехожу я к стрельцам. Стрельцы, 19 января. Стрельцы, пятница. Прибыль, сундук, финансовые поступления. Ножницы – это решение вопросов. Новости. Кровать нельзя. Удача. Подкова. Тайная встреча. Весы нельзя соединить. Корона. Так, ну и проверяем, что у нас еще здесь. Солнышко, радость. По горизонтали первой. Значит, дальше, смотрите, подсвечник нельзя соединить, карта зафиксирована уже. Нет, нет, нет и нет совпадений. Получается, в этот день у вас будут финансовые поступления, прибыль будет. Решится какой-то вопрос, будет общение с важным, влиятельным человеком, да, возможно, этот человек поможет решить вопрос. Новости, удача, везение. Опять же, да, то есть удача, везение тоже может помочь решить вопрос. Радость, хорошее настроение. И, возможно, еще тайная встреча с кем-то. Вот такой день. В принципе, очень даже позитивный у вас будет. Благодарю за внимание, стрельцы. Я перехожу к козерожкам. Так, смотрим козерожки. 19 января.
События дня для козерогов. Надежда, первое событие. Месяц, второе. Приглашение, третье. Дерево. Весы. Чашечку нельзя уже соединить. Метла. Метла — это ссора. Так, ну и смотрим. Значит, смотрите, новость нельзя. Да, я эту карту не могу сюда положить. Могу только сюда, а эту не могу повернуть. Дальше нет, нет. Ключ есть по горизонтали. Ключик. Все в ваших руках в этот день. Все будет зависеть от вас. Здесь нет. Значит, в этот день, на этот день вы возлагаете какие-то надежды, выпадает надежда, вас куда-то могут пригласить, позвать, будет событие, которое постоянно с вами повторяется, сложный выбор, колебания, сомнения в выборе, ссора и ключ, все в ваших руках. Вот такой день для вас. В принципе, ничего плохого, да, то есть ссору можно избежать. То есть, ну и колебания, сомнения тоже карта показывает, что вы можете принять правильное решение в этот день. Так что вот так. Благодарю за внимание, козерожки. И я перехожу дальше к водолеям. Смотрим водолеи, 19 января. Так, смотрим водолеи, пятница. Что у вас? Подарочек. Вы можете получить подарок или подарить кому-то подарок. Конверт. Получение. Ну, скорее, наверное, получите подарок, чем подарите. Может быть, в виде конверта будет подарок вам. Какая-то конверт, открытка. Тайная встреча. Тайное свидание. Гости нельзя соединить. Ссора. Метла. Рыба. Скользкое дело. Ожидание. Корабль. Долгое, нудное ожидание.
Шарики нельзя. Ну, здесь нет совпадений. Значит, смотрите, получается в этот день, скорее всего, что вы получите подарок, потому что рядом выпадает получение. Ну, может быть, конечно, допустим, подарите подарок и получите какой-то документ. То есть так тоже может проиграться. Дальше у вас может быть какая-то тайная встреча, свидание, долгое, нудное ожидание, ссора. Может быть, ссора из-за того, что вам придется ждать, вы потом будете ругаться с этим человеком. Небольшая ссора и предупреждение, скользкое дело. Вас кто-то может втянуть в какие-то махинации, поэтому будьте осторожны в этот день. Потому что, видите, тайная встреча, да, то есть плюс какие-то скользкие делишки, ну, такое себе сочетание, не очень хорошее. Так что, Водолей, предупреждение для вас на пятницу. Благодарю за внимание, я перехожу к рыбкам. Смотрим, остались рыбки. Что у вас? 19 января. 19 января, пятница, рыбки, события дня. Так, цыплята выпадает первое событие. Цыпленок — это общение с семьей, с детками, слезы. Может быть, дети вас до слез доведут. Сердце нельзя было соединить. Казенный дом — это госучреждение. Это может быть, например, школа или садик детей. Болезнь. Больница может еще быть. Госучреждение с болезнью, больница. Слезы, какие-то процедуры болезненные. Может быть, с ребенком пойдете, да, то есть в больницу и будете за ребенка переживать. Конфликт. Чемодан нельзя. И приглашение еще выпадает. Куда-то вас приглашают. Змея. Общение со змеей. Смотрите, конфликт рядом. То есть кто-то в вашу сторону будет делать какие-то едкие замечания, а вы, скорее всего, терпеть не будете. Ну, здесь я не вижу совпадений. Получается, общение с семьей, с детьми, посещение госучреждения, тема здоровья будет отыгрываться в пятницу, слезы, конфликт, да, то есть и какие-то выпады в вашу сторону от какого-то человека, и плюс еще приглашение. Вот такая информация для вас, даже с предупреждениями. Видите, что нужно постараться избежать конфликта, не обращать внимания на змею, и, возможно, даже будут слезы, да, то есть и здоровье тоже нужно, как говорится, держать на карандаше в этот день. Вот такая информация для вас, рыбки. Я благодарю вас за внимание и жду вас на своих новых видео.